Я учитель географии средней школы имени Кемеля Токаева Каузбаева Айгерь Медельхановна. Тема нашего урока – геологическая история и тектоническое строение территории Казахстана. Цель обучения с дополнительным охватом местного компонента определяет геологическую историю и тектоническое строение Казахстана. Цель урока – узнать о геологической истории и тектоническом строении территории Казахстана. Ребята, для понимания причин современного рельефа надо знать историю и его формирование. Современный рельеф – это результат длительной геологической истории развития Земли как планеты Солнечной системы. Существовало два основных этапа развития Земли – догеологический или планетарный и геологический. В планетарном этапе происходило формирование Земли как планеты Солнечной системы, а также первичной литосферы, первичной атмосферы и первичной гидросферы. Новый геологический этап развития Земли начался 4,5 миллиарда лет тому назад. Историю развития Земли и его строения изучает наука геология. Термин «геология» впервые был применен в 1657 году норвежским естествоиспытателем Эшотом. Теперь давайте ознакомимся с областями геологической науки. Историческая геология – наука, изучающая историю геологического развития земной коры. Петрография – наука, изучающая магматические и метаморфические горные породы. Минералогия – наука, изучающая минералы. Геотектоника – раздел геологии, изучающий строение земной коры. Палеонтология – наука о развитии органического мира Земли в геологическом прошлом. Существенный вклад в развитие отечественной геологии внесли ученые, как Каныш Имантайұлы Сәтбаев, Машанов Ахжан Жаксыбекұлы, Бубниченко Николай Лазаревич, Беспалов Вениамин Федорович. Результатом исследования ученых является созданная ими геохронологическая таблица. Рассмотрим геохронологическую историю развития территории Казахстана. Земная кора в течение миллионов лет изменялась в процессе геологического развития. Территория Казахстана неоднократно покрывалась морем. Одно море становилось сушей. В эры Архея и Протерозоя почти вся территория республики была покрыта морем. Лишь в западной части Казахстана оставался участок суши, край восточноевропейской платформы. Каледонское горообразование в первой половине палеозоя привело к образованию суши. Мощные тектонические движения на месте геосинклинали образовали горные складки на северо-западе Саарарки и в северном Тянь-Шане. В конце палеозоя Герценское горообразование завершило поднятие Алтая, Жетусусского Алатау, западных хребтов Тянь-Шаня, восточной части Саарарки и Мугалджар. Тектонические движения в мезозойскую эру были незначительными. Возникшие в палеозое горные системы постоянно разрушались, и к концу мезозоя Казахстан представлял собой выровненную поверхность. В конце неогена мощные тектонические движения привели к Альпийскому горообразованию. Оно вызвало раскол земной коры, поднятие и опускание горных складных областей и преобразование их в высокогорные системы. Вторичному горообразованию подверглись Алтай, Тарбагатай, Саур, Жетусусский Алатау, Тянь-Шань. Ученые выделили два метода определения возраста горных пород – относительный и абсолютный.
Относительный возраст определяется по принципу залегания горных пород. Чем ниже слой, тем он старше. Если в нижнем слое найдены останки морских обитателей, значит в это время была эпоха моря. Если в верхнем слое останков рыб, значит на этой территории установилась эпоха суши. Измеряют абсолютный возраст горных пород в недрах Земли. Там находятся радиоактивные элементы – уран. С течением времени уран распадается на гелий и свинец. Гелий – это инертный газ, он быстро улетучивается, а свинец остается. Ученые рассчитали скорость распада урана. Из 100 грамм урана в течение 74 миллионов лет выделяется 1 грамм свинца. По количеству свинца, содержащего в горной породе, можно подсчитать, сколько лет назад она образовалась. На территории выделяются две основные тектонические структуры. Тектонические структуры называют типы земной коры, которые состоят из относительно устойчивых и подвижных участков. На территории Казахстана выделяются две основные тектонические структуры. Платформы древневосточноевропейская, западносибирская, туранская и складчатые области Сарыарка, Мугалжар, Алтай, Саур, Тарбағатай, Жетысудский Алатау и Тянь-Шань. Теперь, ребята, вам задание. Используя знания, которые вы получили на уроке, вам необходимо заполнить таблицу «Геотектонические области Казахстана». В таблице представлены 3 столбца. Это эры, складчатости и события. Вам необходимо заполнить 2 столбца. Это складчатости и события. Дескрипторы. Определяет эпоху складчатости кайнозойской эры и события. Определяет эпоху складчатости мезозойской эры и события. Определяет эпоху складчатости палеозойской эры и события. Определяет эпоху складчатости протерозойской эры и события. Определяет эпоху складчатости архейской эры и события. Ребят, следующее задание. Используя карту, характеризовать геологическую историю и тектоническое строение местного компонента. Дескриптор. Заполняет геологическую карту Казахстана, характеризует геологическую историю местного компонента, характеризует тектоническое строение местного компонента. Подведем итог нашего урока. Перед вами мини-тест. Прошу вас ответить на них в течение 2 минут. Давайте проверим, как вы справились с заданием. Первый вопрос. Как называется наука о строении, составе и истории земной коры? Ответ – геология. Второй вопрос. Когда образовалась Земля? 4,5 миллиарда лет тому назад. Третий вопрос. Как называется наука, изучающая магматические и метаморфические горные породы? Ответ – петрография. Четвертый вопрос. Как называется наука, изучающая историю и геологическое развитие земной коры? Ответ – историческая геология. Пятый вопрос. Как называется наука, изучающая минералы? Ответ – минералогия. И шестой вопрос. Назовите основные этапы развития Земли. Это планетарный и геологический. С помощью языка жестов оцените свою работу. Я все понял, ошибки не допускал. Я доволен результатом. Я не все понял, допускал ошибки. Я многое не понял, допустил ошибки. Я не совсем доволен своей работой на уроке. Вывод урока.
В результате неоднократного поднятия рельефа Казахстан имеет сложное строение. Горообразовательные процессы не закончились и продолжаются в настоящее время. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.